Донорство от латинского «дарю здоровье», а нередко и жизнь. На конференции те, кто не понаслышке знаком с этим понятием. Врачи, волонтеры, работники центров переливания. Вначале говорят о том, как дело обстоит с донорством в стране и регионе в целом. Да, к счастью, наша станция переливания справляется с тем объемом, который есть. И можно сказать, что, наверное, 5-10 лет назад ситуация была другой. Но на самом деле это большой кропотливый труд, который проделывают сотрудники станции для того, чтобы запасы крови всегда были в достатке, потому что кровь нужно сдавать не только в тот момент, когда что-то произошло, она всегда должна быть в резерве. На встрече отметили, донорство – это исключительная возможность подарить частичку себя незнакомому человеку, который в ней нуждается, и спасти его жизнь. Биоматериал используется при сложных операциях, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и других заболеваниях. Кровь одного донора разделяется на компоненты и благодаря этому может спасти жизнь 4-5 пациентов. Говоря о самой процедуре сдачи, никаких опасений не должно быть. Все происходит максимально безболезненно и стерильно. Берут кровь, да, вот вы сдаете, никогда в жизни вас не заразят. Но когда вам вливают кровь, вот тогда вы смотрите, что вам вливают и как. В базе республиканской станции переливания крови более 4000 доноров. Самыми редкими группами крови считаются 3-я и 4-я отрицательные. На сегодняшний день острая нехватка всех групп. Врачи в очередной раз напоминают присутствующим: максимум пользы больному, никакого вреда донору. Когда мы кровь сдаем, идет обновление крови, даже скорость быстрее. Вот эти бляшки, которые, помните, когда был у нас ковид, да, люди у нас умирали. Почему умирали? Будь они донорами по жизни, в молодости, у них не было бы этих бляшек, не было бы тромбоцитов и не было бы таких смертей. Если с понятием донорства крови знакомы многие, то со стволовыми клетками все намного сложнее. Согласно исследованиям, большинство в России мало знают о донорстве костного мозга. На сегодняшний день в нашей стране около 300 000 потенциальных доноров костного мозга или стволовых клеток. Это очень мало. Для сравнения, в Германии их 10 миллионов. Из всех добровольцев лишь единицы генетически совместимы. Они и могут стать реальными спасателями для больного лейкемией. Поэтому важно расширять базу, говорят на конференции. Здесь врачи дают костный мозг, как обычную кровь. Вам подсоединяется игла, обычная иголка, вы сидите под аппаратом. Продолжительность примерно 4 часа. Из периферической вены, как обычная дача крови. Просто долго. Вы просто сидите и ничего не чувствуете. На встрече также присутствуют представители палестинских беженцев. Уж они-то знают, насколько важно облегчать страдания людей. Каждая капля крови может спасти чью-то жизнь. Это не просто красивый оборот, а реальность. У нас Палестина очень важна, и в связи с войной, которые происходят, там все люди как-то знают и сдают часто кровь, потому что народ нуждается каждый день в эти доноры. Это очень хорошо для человека, и надо помогать друг другу, потому что сегодня я сдаю кровь, завтра мне нужна кровь. Абдурахману Сайнароеву пока не приходилось становиться донором. По словам парня, если бы не проблемы со здоровьем, он был бы частым гостем в станции переливания крови. Я сам сходил в нашу больницу сдать кровь, так как у меня неврология, у меня не взяли эту кровь. Но я советую каждому брату, сестре помочь нашим братьям, нашим сестрам, так как они в этом нуждаются. Мне еще не приходилось становиться донором крови, но на данный момент я нахожусь в реестре доноров костного мозга и считаю, что это долг каждого, потому что ты не знаешь, что может с тобой случиться в будущем. Развитием донорства крови и костного мозга на протяжении последних 7 лет занимаются волонтеры клуба добрых людей. Они помогают популяризировать это движение. Надеются, что и эта встреча, и обмен опытом поспособствует позитивному отношению к донорству.
Сегодняшний формат, он для нас такой впервые, но мы проводили и круглые столы, и тренинги для молодежи, и встречи с потенциальными донорами, то есть теми, кто еще не достиг возраста 18 лет и может быть донором только в последующем. Вот. И мы очень надеемся, что такие мероприятия, они все-таки будут прививать нашему населению правильное понимание к теме донорства и в дальнейшем количество кадровых доноров, то есть регулярных, которые сдают кровь постоянно, будет расти. Создать достойный запас крови и ее компонентов для бесперебойной подачи. Чем больше людей начнут сдавать кровь, тем выше гарантия, что в критический момент нуждающимся не придется ждать. Малика Измайлова, Султан Магушков, Магаз 24.